Здравствуйте, уважаемые члены жюри и участники научно-практической конференции «Науки юноши питают», посвященной Году науки и технологий в России. Меня зовут Татаринов Артур, я ученик 7 Б класса Медицинского технического лицея имени Александра Николаевича Черского. Представляю вашему вниманию мою работу на тему «Самодельный аппарат по изготовлению татарной плитки». Руководителем моего проекта является Кучев Николай Егорович. Разрешите вас познакомить с моей работой. Благоустройство участка представляет собой комплекс мероприятий, в которые входит постройка хозяйственных помещений, озеленение территории, создание мест для отдыха. Еще одним важнейшим этапом обустройства участка является тротуарная плитка. Они не только позволяют с удобством передвигаться по участку, но и создают приятное впечатление ухоженного вида. Изготовление тротуарной плитки – процесс трудоемкий и требующий немало затрат. Для получения качественных плиток нужны бетономешалка и вибростол. Готовые конструкции можно купить в магазине. Покупать же бетономешалку или нечасто используем, хотя далеко не все. Хороший вариант – ручная бетономешалка, которая будет вращаться вручную. Необходимо объема фляги, а также вибростол требуемых качественных характеристик. Конструкции этих моделей простые и незамысловаты. Цель исследования – сделать самодельную бетономешалку и вибростол для изготовления татарной плитки. Задачи: во-первых, изучить литературу, из чего можно собрать оборудование. Во-вторых, найти нужный материал, чтобы собрать оборудование. В-третьих, изготовить оборудование. Простейшую ручную бетономешалку сделали из циркулятуры фляги. Ступица 2,6 провели к одной фляге, чтобы она легко крутилась. Станин сделали из обрезков циркулятуры трубы и уголков, чтобы фляга принимала разные положения. Для загрузки и слива раствора сделали механизм наклона и фиксации. С внутренней стороны фляги болтами прикрепили лопасти из обрезков уголков до 7 мм. Снаружи свели ручку для вращения фляги. Ступицы жигули привели к дну фляги, чтобы она легко крутилась. Внутри фляги приварены 2 лопасти стальной пластины толщиной 4 мм. Для введения пузырьков воздуха, которые образовались при замещении, станин сделали из обрезка 50 мм уголков и 50 мм водопроводных труб. Столешницу сделали из 15 мм фанеры, борта столешницы из 3 уголков. Для передачи вибрации по углам днище прикрепили пружины от Калпин ГАЗ-53 и посадили на станину вибростола. Виброузел соорудили из электродвигателя старой стиральной машины, мощность 300 Вт. На валу электродвигателя с 2 сторон установили эксцентрик для создания вибрации. Виброузел установили в нижней части столешницы, чтобы она легко столешница по центру. Пропорции: пассикатор-ускоритель С3 250 мл, щебенки мелкой фракции из 9 мм, ядер, цемент М500, песок речной и без примесей 6 ведер. Воду добавлять до получения необходимой консистенции. Производительность тротуарной плитки в нашем случае зависит от количества форм, так как у нас было всего 14 размеров 25 см. За раз мы могли сделать только 14 штук тротуарных плиток, уходило 2,5 часа. Экономический расчет: цемент, щебень, песок, пассикатор-ускоритель, пигмент, вода,
расход на 1 квадратный метр, расход на одну штуку размера 25 сантиметров для изделия за затраты на квадратный метр. Цена за штуку изделия 33 рубля. Цена за квадратный метр изделия 536 рублей. Виберстол и витамшалку сделали из своих подручных материалов, чтобы затраты были лишь на покупку срачной электрода и на отрезанный лист болгарки и на электроэнергию. Здесь по ссылке мы можем продемонстрировать вам нашу работу. Заключение. Рынок строительных инструментов предлагает большой выбор витамшалок и виберстолов, но по рекомендации учителям, которые мы получили, несложно создать самим ручные витамшалку и вибрационный стол. Чтобы сэкономить семейный бюджет, мы сделали витамшалку своими руками, самостоятельно изготовить из подручных материалов агрегаты, позволяет на свое усмотрение в домашних условиях формировать тотальный профит. Спасибо за внимание.